Сотни квартир, спорткомплексов и предприятий. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, на что хватило бы 92 миллиона долларов, потраченные на президентский новый самолет. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В апреле этого года правительство Таджикистана купило в Мексике самолет Boeing 787 для президента Эмомали Рахмона. Эта покупка вызвала нешуточные споры о том, насколько этот самолет был необходим. Самолет был приобретен за 92 миллиона долларов, или по курсу на то время более чем за 1 миллиард самани. Во сколько обошлась перекраска самолета и его техническое обслуживание, неизвестно, но это очень дорогое удовольствие. Мексика, объем экономики которой по подсчетам Всемирного банка в 2022 году примерно в 140 раз больше макроэкономических показателей Таджикистана, посчитала еще 4 года назад содержание и обслуживание этого самолета невыгодным для страны и приложила все усилия, чтобы продать его. Правительство Таджикистана, которое постоянно напоминает своим гражданам о бережливости, контролирует расходы на проведение семейных мероприятий и пышность дастарханов, официально свои доводы о необходимости приобретения такого самолета не разъяснило. По имеющимся данным, Boeing 787 уже дважды использовался для зарубежных поездок президента страны. Стоимость самолета, которую назвала Мексика, в 4 раза превышает годовые расходы государственного бюджета Таджикистана на всю промышленность и строительство в 2023 году. Соответствующие строки бюджета составляют около 260 миллионов самани. Расходы на финансирование культуры и спорта составляют 1 миллиард 495 самани. Президент Мексики, заявив, что мы счастливы от продажи самолета, сообщил населению, что собирается вырученные средства направить на строительство 2 больниц в беднейших штатах Мексики. А что можно было бы построить в Таджикистане на деньги, которые были потрачены на покупку лайнера мечты? Корреспонденты составили список, точнее перечень объектов, которые можно было бы построить с учетом стоимости объектов, уже сданных в эксплуатацию в Таджикистане. Например, в октябре 2022 года пресс-служба президента Таджикистана сообщила о начале строительства современного медицинского центра и больницы, которые должны были разместиться в 3 отдельных блоках. Этот объект строится на средства Азиатского банка развития и составляет в стоимости проекта 34 миллиона самани. С учетом этой суммы, имея в своем распоряжении более 1 миллиарда самани, можно было бы построить 30 современных медицинских комплексов в городах и районах Таджикистана вместо этого самолета. В проекте реконструкции автомобильной дороги в Рамитском ущелье правительство Таджикистана оценило стоимость ремонта и асфальтирования каждого километра дороги в зависимости от местных условий от 300 до 600 тысяч самани. Если оценить среднюю стоимость работ на ремонт и асфальтирование 1 километра местных дорог примерно в 500 тысяч самани, то тогда на 1 миллиард самани можно было бы отремонтировать более 2000 километров дорог в стране. Также пресс-служба президента Таджикистана сообщила в ноябре 2022 года об открытии в Диваштичском районе Дворца спорта Пахлаванани-Сугди площадью 885 квадратных метров и стоимостью в 3 миллиона самани. Выходит, что на 1 миллиард самани можно было бы построить 333 таких же дворцов спорта. По официальным данным, в Таджикистане проживает 475 тысяч малообеспеченных граждан, в том числе сироты, инвалиды, лица, получающие социальные пособия, малоимущие семьи. Если деньги, потраченные на покупку самолета, распределить между этими малообеспеченными гражданами, а их в стране почти полмиллиона, то каждый из них получил бы более 2105 самани, что очень даже неплохо. В марте этого года в городе Гулистон была введена в строй птицефабрика Генджи Самон стоимостью более 2 миллионов самани, на которой постоянной работой обеспечены 20 человек. На деньги, которые были потрачены на самолет, можно было бы построить 500 таких предприятий, которые бы обеспечили постоянной работой 10 тысяч человек. По статистике, 1 квадратный метр жилья обходится в $500. Если предположить, что минимальная площадь квартиры составляет 45 метров, то суммы, потраченной на покупку самолета, хватило бы на квартиры для 4088 семей. Как вы относитесь к такой ситуации? Зачем Эмомали Рахмону новый самолет? Ведь на эти деньги можно было бы сделать столько всего полезного. Как вы к этому относитесь? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.